Исламский образовательный портал Муршид ТВ представляет шейх Салах Хаджи Межиев о проведении Мавлида. Если мы любим посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то каким образом мы должны его любить? Мы должны любить его больше, чем наши души, больше семьи и имущества. Мы должны радоваться, когда говорят о пророке Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует. А сегодня ваххабиты говорят, что не надо проводить мавлид, что это новшество. Проводился ли мавлид в эпоху пророка, мир ему и благословение Аллаха? Проводили ли мавлид его сподвижники? Тогда зачем вы проводите его? Возможно, у вас такие вопросы, и я отвечу на это. Но прежде чем спросить, проводился ли мавлид в его эпоху, необходимо определить, что такое мавлид. Например, в этой книге 8 куплетов мавлида. Если я их переведу, то это будет только жизнь пророка, да благословит его Аллах и приветствует, его рождение, описание его признаков, его наилучшего нрава, его богобоязненности, повествование о его женитьбе на Хадидже, об откровении, о ниспослании священного Корана, о его призыве к исламу, о том, как он привязал камень к своему животу. Все это в этих куплетах. Все это сира, его жизнеописание. Прежде чем спросить, проводил ли мавлид пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, ты должен знать, что слово «мавлид» мы используем в нашем языке. Я могу назвать это рассказы жизни о пророке, или сказать, давайте соберемся, чтобы поговорить о жизни пророка, давайте благословлять пророка, или давайте проведем мавлид. Мавлид ан-Наби в прямом смысле означает рождение пророка. Проведение мавлида — это рассказы о жизни пророка, алейхиссаляту вассалям, с момента его рождения. И какое у тебя есть право говорить, не рассказывать о пророке? Ты говоришь, что сахабы не рассказывали о нем? Я приведу тебе 1000 мест, где его асхабы, Али ибн Абу Талиб, Анас бин Малик, Барра бин Азиб, рассказывали о пророке, рассказывали о его качествах, о внешности, о его лице, бороде, щеках, зубах, бровях, руках, ногах, походке, как он садился и вставал, о его одежде, обо всей его жизни. Если они не рассказывали бы о нем, откуда мы узнали бы? Странные вещи вы говорите. Хорошо, вы говорите, чтобы мы не проводили мавлид таким образом. А что мы делаем во время мавлида? Расскажите мне. Люди садятся в круг. Ты хочешь сказать, что нельзя садиться в круг? Но ведь в достоверных хадисах пророка, да благословит его Аллах и приветствует, пришло, что люди садились в круг и поминали Аллаха. Это во-первых. Во-вторых, что бывает в собраниях, где благословляют пророка, мир ему и благословение Аллаха? Мусульмане собираются вместе. Где сказано, что мусульманам нельзя собираться вместе? Разве мусульманин не может посетить своего брата-мусульманина? Где это запрещается? Нельзя посещать собрания, где поминают Аллаха? Нельзя посещать собрания, где благословляют пророка, мир ему и благословение Аллаха? Откуда ты взял все это? Если в этих собраниях читается Коран, рассказывается о жизни пророка, мир ему и благословение Аллаха, если ты почитаешь рождение пророка, мир ему и благословение Аллаха, если ты радуешься рассказам о нем, без разницы в стихотворной форме или нет, на каком-либо языке, будь это чеченский, арабский, английский или русский, ведь рассказывается о пророке, мир ему и благословение Аллаха, ты познаешь его через эти рассказы. На собрании делаются дуа. Если есть возможность, гостей угощают, будь это зарезанный баран или щепотка соли. Какое из этих действий ты не дозволяешь? Назови мне его. Что ты запрещаешь?